Природа Силтинского района очень красива, особенно ее леса. Лес – главное богатство района. Большая часть территории покрыта еловыми, березовыми и сосновыми лесами. Лес давал самый разнообразный материал человеку. Корни хвойных и сосновых деревьев, кора липы, березы, кленов и дубов, камыши, солома – все помогало, облегчало труд человеку, украшало его быт и праздники. Самое древнее из всех ремесел – лозоплетение, и по сей день сохранило свои традиции и самобытные черты. Изгороди, мебель, колыбели для детей, корзины для продуктов, короба, игрушки – все это разнообразие сохранялось долгое время благодаря природе. Изделия из ивника могут быть вечными, а сама ива по меркам деревьев живет недолго, около 70 лет, примерно как человеческая жизнь. В природе заросли ивы обнаружить нетрудно. Она растет по берегам озер, прудов и рек. Поход за лозой – это целое путешествие. В природе существует около 300 видов дикорастущей лозы, и лишь 20 из них могут быть использованы в плетении. Приблизительно лоза режется с октября до апреля, когда заканчивается сокодвижение. Важно не только найти подходящие ветки для лозоплетения, но нужно знать, как правильно срезать. Когда мы обрезаем дерево, инструмент должен быть острым, чтобы его не травмировать. Перед тем, как сделать косой срез, оставляем почки, так, чтобы на нем не задерживалась влага. Из почек начнут расти новые ветки. Мастера совершенно не наносят никакого урона природе, а даже наоборот, приносят пользу, прочищая заросли ивы. Далее собираются пучки по 100-150 штук, так лоза будет дольше храниться. В дальнейшем лозу варят в воде, очищают от коры. Каждому мастеру нужна своя лоза, которая в его руках будет послушной. Чем меньше сердцевина прута, тем лучше будет из нее плести. Она более податлива, не ломается. Чувство природы уникального мастера по лозоплетению Владимира Карповича Осипова поразительное. Он отличает нужный для работы куст издали. А уж когда тот или иной прутик в руки возьмет, рассмотрит, потрогает, то уже знает, где его место в будущей корзине. Плетет мастер быстро и с увлечением. Изделия Владимира Карповича в селе Силты есть почти в каждом доме. Это фруктовницы, конфетницы, газетницы, подносы, вазы, короба, лотки, домики для кошек и собак, кашпо для цветов и, конечно же, различные корзины. Каких изделий только не сплел за свои 20 лет творчества уникальный мастер своего дела. В каждое изделие он вкладывает талант, неповторимость, тепло своей души. Вот поэтому его работы славятся в Удмуртии, России и даже уезжают за границу. Интересно, какое количество изделий сплел мастер? Никогда не считал свои изделия, говорит Владимир Осипов. Никакой дневник не вел. Но если перевести на корзины, а в день он может сплести в среднем одну корзину, то по подсчетам получается около 7500 корзин. Есть поверье: если желаешь получить дополнительные жизненные силы, прикоснись к дереву. А когда берешь ростки живого растения и начинаешь их плести, тем самым впитываешь в себя тепло дерева, и это очень помогает в жизни. Руки того, кто плетет лозу, должны быть добрыми, а мысли чистыми. И тогда простая корзина может творить чудеса. Доказано,
Дольше всех живут на свете те, кто плетет лозу. Работают руки, на которых так много важных жизненных точек, а от рук жизненная энергия перетекает в тело. Утро Владимира Карповича начинается с чашки хорошего кофе. В 6 часов утра он берет гантели и делает разминку. А еще приобрел тренажер-велосипед и ездит по 5 километров в день. Его успех, конечно, это и успех его жены Галины Константиновны, с которой они вместе уже 50 лет. У меня подруга, если я ей что-нибудь подарю, она понюхает сначала, говорит, надышаться не могу. Конечно, чувствуется, что сделано так это с теплом и с душой. Владимир Карпович из тех мастеров традиционного лозоплетения, которые не только держат промысел, но и всегда готовы поделиться секретами своего умения. А Баталова долго вы обучали? Да нет. Быстро он, Он быстро способный. Вот одно посмотреть, поучиться, а другое надо каждый день тренироваться. Баталов Александр Васильевич перенял с усидчивостью прилежного ученика и сейчас стал успешным умельцем-кустарем. Говорит, что посвятить себя этому ремеслу хотел с самого детства. После окончания института работал инженером, председателем колхоза, секретарем райкома партии, начальником управления сельского хозяйства. Начал заниматься лозоплетением после выхода на пенсию. Первые экземпляры получались не очень искусными, вспоминает Александр Васильевич. Но благодаря желанию и усердию он в совершенстве овладел этим мастерством. Затем научил этому ремеслу сына, а потом и ученики появились. Сложно описать мастерство умельца-кустаря, важнее научиться хотя бы повторять движения рук мастера. Перед началом работы Александр Васильевич готовит инструменты, которые нужны для создания плетеных изделий: молоток, набор ножей, шило, кусачки, плоскогубцы и острогубцы, секатор, жамка, набор шаблонов, клинья. Чтобы постичь азы мастерства, мастер дает совет начинающим: не торопиться сразу сплести сложную вещь. Наверняка она не получится сразу и принесет вместо удовольствия и радости одну досаду и разочарование. Нужна постоянная, каждодневная работа с ивовым прутом. Надо терпение, усидчивость. Это на первый взгляд вещи из лозы просты. Александр Васильевич уверен, что если есть большое желание, успех непременно придет. В общем, у вас должно быть так вот. Приставинка сломала, ничего, на другое тебе дам. Мастер говорит: не огорчайтесь, если первая сплетенная вами вещь будет неуклюжей и грубоватой. С этого все начинают. По две. Сейчас делим. По две. Вот сюда, сюда, здесь снова. Две сюда, две сюда. Только школа постижения традиций способна сделать полезную, красивую вещь. Александр Васильевич – счастливый человек. Его детская мечта осуществилась. Изделия мастера не залеживаются. Он щедро дарит их родственникам, друзьям, знакомым. Корзины покупают на подарки, ведь вещи, сделанные своими руками, обладают необыкновенным теплом, которое согревает наши сердца. Чистый, неподдельный талант у Осипова Владимира Карповича и Баталова Александра Васильевича по корням своим народный. Тот, что передает из рук в руки бережно, как сосуд с родниковой водой, возрождая на глазах старинное ремесло. Из истории Селтинской волости известно, что на местных базарах и раньше продавали изделия из лозы. Известно, что продукты питания наиболее надежно хранятся в емкости из натуральных материалов, так что корзины самым лучшим образом подходят для таких целей.
Известные купцы Булычевы в больших объемах продавали зерно, относились к хлебу с крестьянской бережливостью.